Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Казахстана, из Талдыкургана. Вы откуда, если не секрет? Что еще раз? Я из Казахстана, из Талдыкургана. Да. Вы откуда, если не секрет? Не секрет, Белгород. Белгород? Как у вас там сейчас дела? Громковато. Громковато? Ну, в целом, нормально все, надеюсь? Дай бог. Да. О, ну, слава богу. О чем здесь от рулетки общаетесь, если не секрет? Обо всем по чуть-чуть. Ясно, ясно. Ну вот, допустим, ну вот можем на тему экономики или политики тоже поговорить. У меня позиция, она немножко нестандартная. Меня, скажем, не любят. Ну, с вашей стороны меня больше любят, чем не любят, но есть и те, кто с вашей стороны меня не любит. И с украинскими терпеть не могут. А как вы узнали, какая моя сторона? Ну, вы из Белгорода, вы, скорее всего, с России, правильно? Ну. Российская сторона ко мне более-менее нормально относится, а вот в Украине меня терпеть не могут. Да зачем вы им нужны? Или они вам зачем нужны? А они мне зачем нужны? Ну, просто попадают в счет рулетки к тому, что они меня терпеть. У меня вообще третья позиция. То есть я считаю, что конфликт вызван экономикой и, так скажем, экономическими причинами. Вы экономист? Ну, частично, да. Научная математика. Частично это как? Ну, моя мать экономист, я глубоко погружен, так скажем, в экономику. А что обозначает слово экономика? Экономика? Это наука о народном хозяйстве. Очень интересно. И на какие темы вы хотели пообщаться-то? Ну вот, мне интересно, допустим, как вы считаете, почему начался этот конфликт? Вот ваше мнение, как гражданина Российской Федерации. Ну, давно назревал. Ну да, это понятно, но главное... Ну, потому что Украина проела, профукала, пропила, там, продала остатки Советского Союза, наследие, и все, и надо было на что-то жить. Ну, тут я с вами частично согласен, но, опять же, вы же понимаете, да, что Россию на этот конфликт спровоцировали? Ну, объективно. Чего? Кто спровоцировал? Россию на этот конфликт спровоцировали. Нет. Вы считаете, что нет? Нет. А Ни в почему? коем разе. Как почему? Россия были в Минске 1, Минске 2. Все к примирению, потом уже сказали, да пошли вы нахрен. Я говорю, Россию спровоцировали. Ты кто? Я казах. Казахи спровоцировали Россию? Нет, нет. Украина, Евросоюз спровоцировали Россию на этот конфликт. И? Ну, я Какой к тому, конфликт? что- Какой конфликт? Который происходит на Украине. Ну там люди чьи живут? Украинцы. А россиян там нету. Есть. Ну. Ну, как бы сказать, там живут люди. Какие они, кто они по национальности, это, я считаю, вторично вообще. И? Ну, и вы имеете в виду, что вы считаете, то Вы есть, что вы у этого считаете, идеологическая причина? Я считаю, что у этого экономическая причина, что Россию хотели отрезать от Черного моря путем вступления Грузии и Украины в НАТО, и Россия еще в 2008 году показала, что она этого не допустит. Украина как бы отрезали Россию от Черного моря? Вступлением Украины и Грузии в НАТО, то есть если сейчас нужно договариваться с одной Турцией, чтобы пройти через Не вступили бы. Ну вот я и говорю, что Россия показала еще в 2008 году, что она этого не допустит. Правильно? Ну, правильно. То есть, другими словами, Украина вела политику, которая напрямую вела к вооруженному конфликту с Россией. И при этом она строила... Украина ничего не вела, Украиной управляли как пешкой. Ну, тут На шахматной доске ей управляли. Серый кардинал, да, мы знаем, где сидит, который приезжал, садился в кресло президента и смещал там генеральных прокуроров, увольнял, да, там это. Ну, понятно, да. Это да, как бы, это-то понятно, но, опять же, я немножко к другому. Вот, допустим, я вижу этот конфликт прям, ну, я бы даже сказал, совсем широко, я не уверен, допустим, я не претендую на истину в последней инстанции. Допустим, с новыми фактами я могу, допустим, поменять свое мнение. Это абсолютно, я считаю, что это абсолютно нормально. Если человек этот... Вам тут, кстати, я извиняюсь, вам привет передали. Кто? Ну, тут написали таежнику привет.
Пусть лучше это, любой купюрой высылают. Принимаются любые деньги. Любого банка. Ясно. Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным тю? Привет. А никнейм можешь огласить, кто-то поздоровался? Мой? А, нет, Не-не. сейчас скажу. Анна Тоес Макиенко. Ага. Привет тоже, Аня. Кто Вам узнал, всем также привет привет. огромный. Спасибо большое. Так, вы тоже там всем привет передавайте. Вы стримите, да? Да. Мгм. Ясно. Я вот к чему? Я говорю к тому, что, допустим, я вижу этот конфликт шире. Я считаю, что, допустим, у Великобритании свои интересы, у США свои интересы. Да, они, Вот. они всегда были, если будут. Извините, перебил. Они всегда были, если будут. В 30-е годы почему был такой упадок экономики в Америке? Потому что не было войн. Некому было оружие поставлять. А выгодно поставлять и той стороне, и другой, да, там ленд-лизы, потом вот это все, вот это. Да. Кока-кола в Германии, там, Дисней и так далее. Ну там да, я это прекрасно понимаю. И вот сейчас я вижу, что, допустим, США, вот у вас есть такой деятель, я с ним полностью в этом согласен, он считает, что США делает все, чтобы развалить Европейский Союз. Пучков. Вот он считает так. Я тоже так считаю. Ну, Пучков-то гоблин который. Да. Ну, он мужик здравомыслящий, но тоже как бы... Ну, опять же, допустим, вот, если смотреть на экономику США, я такой человек, я смотрю на все с точки зрения А у вас экономики. как канал называется, если не секрет? Третья сторона. А, третья сторона. Ребят, найдите, пожалуйста, скиньте ссылочку, подзайдите, подпишитесь там. Ну, совсем вытекающий. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Да, Мне кажется, это нагловато такое просить делать. Спасибо вам большое, действительно. Почему? Не, ну пусть видят, я смотрю. Ничего себе на ты перейду. Меня Андрей зовут, как можно обращаться? Меня Тахир зовут, очень приятно. Такие, ты здравомыслящий парень, как бы молодой. Знаешь, как говорится, Уже не совсем Талант- молодой по современным меркам. талантам надо 28 помогать. лет. Без дарисами пробиться, господи, мне 48, успокойся, молодой ты еще. Спасибо большое. Вам 48? Да. Будет скоро. По вам вообще не скажешь, если честно. Но 17 лет за полярным кругом прожил, знаешь, это. Замороженное мясо дольше хранится. Ну вот, да. Мгм. Ну вот как бы, а вот с украинской стороны я вот очень много агрессии, кстати, вижу. Очень много. Им вот А им, мои им деваться некуда. Нет, там есть здравомыслящие люди, как бы. Вот мне есть попался один, грамотные. знаете, что сказал? Из-под Харькова, из окопа, здравомыслящий человек. Он говорит, никто не договорится, говорит, нас всех заберут, и мы все умрем. Ну, они ж видят ситуацию по-другому. Ты ж видишь, да, и как сейчас вот это, у них там это, и сдаются, блин, и пачками, и танки привозят, и танки в гору стволы поднимают, и... Они поняли, что это не их война, она им не нужна. Это правда, это вообще не их война. Им не за что погибать. Ну извини Вот. меня, тебя, меня, да, там, допустим, я автомеханик, да, ты там, у тебя другая профессия. Взяли, выдернули с мирной жизни, загнали в окоп. Нахер. Зачем он мне нужен? Вообще. Не, просто когда я слышу такое, я не понимаю, что там за государство. Вот, как бы сказать, моя позиция, она третья, но я бы назвал ее даже не пророссийская, а против украинская, что ли, потому что, ну, если ваше государство такое творит, вы, блин, я не знаю, просто, ну, про Украину имеется в виду. Я бы не назвал ее Я пророссийской. тебе могу сказать, очень много людей, они все мы разные, и с той стороны, и с этой, и там, и сям. У меня знакомый был, мы общались в Дискорде очень плотно, он сам с Донецка. И когда Мне был тоже, референдум, кстати, по поводу присоединения Донецка к России, его спросили: Лех, а ты пойдешь голосовать? Он говорит: нет. А почему? А я боюсь. В смысле? А вдруг меня в армию заберут? И там вот этих ждунов будет тоже очень много. И многие кричат: Россия, приди, помоги. И многие люди грамотные говорят: вы сначала своих из-под подвалов повыковыривайте. Это их земля, пусть они там сначала что-то сделают. А вот все привыкли такие вот, просто такой вопрос с подколом, сразу скажу, с подколом. Как ты думаешь, есть ли жизнь на Луне? Нет. Почему так утверждаешь? Ну, возможно, какая-то и имеется, но она отличается от нашего понимания. Я сказал, вопрос с подколом. Мгм. Нет, ты правильно ответил. Знаешь, почему нет? Почему? Если бы там была жизнь, Россия уже бы помогала. Понимаешь? Вот Россия всем помогает.
Африке миллиардный долг. Ай, прости. Не, самое да? это смешное, что Россия помогала Европе, причем это же вообще альтруизм был. Ну вот я вот этого момента, я, честно говоря, даже не понял немножко. Спасибо большое, Муз Засада. Я вот Валерно. не понял одной вещи. Вот, допустим, Европа, ну, в абстрактных цифрах покупала у России там ресурсов на 50 миллиардов. За эти 50 миллиардов производила продукции на 900. И еще на 100 продавала это в Россию. То есть, по факту, она покупала у России ресурсы, и Россия ей еще за это доплачивала, грубо говоря. Да, есть. И вот я не понимаю, как вы можете от этого отказаться с абстрактной какой-то целью отрезать Россию от Черного моря. У вас голова не работает? или что? Да никто без России, многие загнутся просто, многие страны даже. Загнутся. Так мы же видим, экономика Европы 3-й год в рецессии. 3-й год. Вот сейчас говорят, там экономика Германии что-то выросла. Вы возьмите экономику общую Евросоюза, она в рецессии 3-й год. Согласен с тобой, согласен. По ППС там вообще, ну, по паритету покупательной способности, по экономическому показателю, там вообще все. По промышленному производству там упадок страшный. Ну, я извиняюсь, я оперирую такими показателями просто. По промышленному производству тоже как бы упадок очень сильный. Да. И при этом... У них Детройт город закрылся. Промышленный город, который был там в основном фабрики, заводы, он закрылся. Не, я про Европу даже, я не про США. США просто вывезли свое производство за рубеж, сейчас не могут его вернуть назад. США не понимают, они не дураки, что сейчас проще вывести и построить завод где-нибудь в Китае, и будет дешевая сила, и это в будет все Индию, делаться. в Малайзию. Да, в да, Индонезию. да, да, Из да, Китая да, уже да, вывозят да. производство, в Китае уже Да. нет такой дешевой рабочей силы. Китай молодцы в этом плане, кстати. Анатолий, приветствую. Привет с этой стороны. Привет. А твои выше тоже ко мне вытянулись немного маленькие. Ребят, это вы зашли там, поздоровались и обратно возвращайтесь, чтобы не было там. Каждый должен смотреть своего блогера, который ему нравится. Ну да, но тут не в этом суть, а просто к тому, что вот я такой человек, я довольно сухой, себя считаю довольно сухим человеком, и считаю, что если именно с точки зрения цифр копаться, то можно все найти как бы. Историю. Знаешь, математика наука точная, ты не обманешь математики. Не, ну есть всякие приколюхи, да, там. Ну да, безусловно. Есть извороты, да. Вот, например, такой момент, допустим, вот если верить и цифрам, и всему в целом основному, я, допустим, считаю величайшим человеком 20 века Иосифа Виссарионовича Сталина. Да. Самый такой банальный пример, чтобы понять, что был это за человек, это прочитать его сборник сочинений. Да, просто надо посмотреть, и как он ушел из жизни, да, там 2 камзола, сапоги, рубль 70 копеек в кармане и великая держава за спиной. Не Ну, было да. ни замков, ни дач, ни вилл, Нет, там, ни даже не лимузинов. только в этом дело, многие его ум недооценивают. А вот если почитать его сборник сочинений, там сразу понятно, что это за человек. Сразу прям, это... У меня просто был дядя, ну как дядя, получается, братишка моего деда, родной братишка моего деда, но я его дядей называл, дядь Канат. Канат Берентаев, он был одним из ведущих экономистов у нас в Казахстане, и он мне вот говорил еще тогда, я был идиотом, это лет 14, мне было 15, он мне говорил, что Сталин умнейший человек 20 века, говорит, умнейший экономист причем. Я не понимал никогда, у него дома был полный сборник сочинений Сталина. Это получается, у тебя вот это экономическое, это у тебя наследственное, я так понимаю, да? Можно сказать, да. Ну, как бы, ну, математическое, да. Да. Вот, смотри, вот, я в блоге, у меня были ролики, да, я задавал с той стороны ребятам вопросы, особенно молодежи. Такая задачка математическая. Клюшка с шайбой стоит комплект 11 рублей. Известно, что клюшка дороже шайбы на 10 рублей. Сколько стоит шайба? 1 рубль. Нет. На 10 рублей дороже? Вот и ты попался. Ай, ё-моё, я даже не думал как-то. Подождите, на 10 рублей дороже. Комплект 11, правильно? Давайте так, Да, комплект 11. Да. Комплект 11. Известно, что... 50 копеек. Вот. А тем не доказать. Там не 50 доказать эту... Не доказать эту задачу. Я что-то просто. слишком быстро что-то поспешил. Поспешишь людей насмешишь, насмешил людей. Не, знаешь, и вот просто, блин. Сколько будет? Так. 10 раз. Вот только русский человек отвечает правильно, ну неправильно, то есть правильно, но неправильно. Сколько будет? 100 раз, а 10 раз по 100 грамм. 10 раз по 100 грамм, литр. Килограмм.
Только русский говорит литр. Ну я скорее продукт Советского именно Союза, я намешанный. Ну ты понял, да? Вот 100 грамм ассоциируется с чем? С С рюмашкой. водкой. Да. И вот, и таких, знаешь, таких много таких прихватов. Когда говоришь, 5 плюс 7 будет 11 или 11. 11. 12. Подождите, блин, вы чё? 12, 5 плюс 7. Да. Вот видишь, и вот такие прихватки есть, такие приколюхи есть. Да. Ты же видел ролик, да, когда это тоже он по пальцам считал? 6 плюс 7 или 7 плюс 6. Там тоже какая-то белиберда была. Тут Ну, в целом, я вот просто к тому, что сейчас вообще никто не... Я вот заметил, сейчас молодежь, она находит какого-то лидера мнений, любого, это может быть любой человек, это может быть умный, не умный, но суть не в этом. Сама она не хочет... так всегда было. Так всегда было. Были ведущие, были ведомые. Понимаешь? И это было, вот, ну, не знаю, ну ты молодой еще не помнишь, да, когда были там металлисты, рокеры, панки, любералы, вот сейчас вот это готы, фиготы, вот это все. Вам, кто-то- кстати, пишут, что у вас образ супер, не узнали вас. Да, сегодня прикололся немножко. И всегда были ведомые, всегда были ведущие. Ты не Но смотрел? общество Не же смотрел дало- фильм? Не смотрел фильм «Американская история X»? Нет. Посмотри. Посмотри, Ну, просто вот. посмотрю обязательно. Вот и ты поймешь, как вот человек, который был в одной, скажем так, да, компании, и когда он попал, и оказалось, что мне не так все просто легко. Посмотри, я тебе рекомендую, не пожалеешь, не пожалеешь потраченного времени. «Американская история X». Сергей Васильевич, привет. Я не знаю, я посмотрел, мне очень фильм зашел. Обязательно гляну, вот, но просто... И всё посмотри равно еще же фильм совет- по соображению совести, тоже американский фильм по Видел, соображению по соображению совести. Видел? совести видел. Видел просто, я в конце, Это когда пушка, пошли титры, что этот фильм снят на реальных событиях, я просто, у меня вот такие мурашки бегали по всем исходам. Ну, естественно, там все приукрашено, как я считаю, все равно. Это ж, конечно, да. Ну, всё Я равно. к чему это говорю? Я к тому, что, ну, Советский Союз уже пытался построить сознательное общество. Пытался. Это утопия. Сознательное общество — это утопия? Это утопия. Ну, Ну, всех, ну нельзя всех под одну гребенку, вот понимаешь? Я тебе объясню на простом примере, хочешь? Вот я учился на севере, и после 9 класса у нас разделили классы. Был класс политехнический, гуманитарный, естественный и общий. И было направление у каждого класса свое. Вот это правильно. это правильно, согласен. Вот понимаешь? Я Вот не если про ты направление. гуманитарий, ты гуманитарий. Если ты технарь, ты технарь. Если ты просто работяга, ты работяга, тебе ничего это не надо, понимаешь? Ну вот просто я считаю, что базовый уровень эрудиции должен быть у всех слоев населения, как было в Советском Союзе. Я считаю, что это правильно. Ну, да кому-то оно нафиг не надо. Почему? Ну, это же... Вот смотри, ваше вот общество. ты сейчас встречаешься с одноклассниками? Иногда, да. Но не прям Вот кто, часто. вот кто сейчас вот прямо у тебя самый успешный одноклассник? Самый успешный, ну так скажем, я и еще один человек. Я... Это бывший троечник. Это не Нет. зубрила, не Нет. отличник. Вот А у меня самый троечники успешный- всегда, кумекалка всегда работает у троечника. Не, я был троечником, но я почему-то стал Вот у меня так и получилось. Я был троечником, но по предметам там физика, математика, а по физике я был международником. И так получилось, что я стал отличником в итоге. Тебе Так. это нужно было, понимаешь? Только троечник начинает учиться нормально в конце четверти, чтобы оценка была хорошая. Не только не в конце. Я начал учиться не в конце четверти, а скорее в конце учебы, в принципе. Ну вот видишь, и оно же все Да. так и есть. У троечника у него мозг другой. Отличник, он зубрила. Он зазубрил и забыл. Но вот, Вот кстати, в чем второй успешный человек — это как раз таки отличник. Он сейчас в Японии преподает, у него хороший оклад, все остальное. Значит, он попал в свою струю, свою стезю. Да, он просто Есть попал такие. в свою струю, в свою специальность и все. Вот куда он хотел. Ему нравилось то, что он делает, в принципе. Он никогда не жаловался, такого не было. Но я к чему это говорю? Я к тому, что в принципе, если базовый уровень эрудиции будет у всех,
то мы получим более сознательное общество. Я это прямо сейчас вижу, допустим, в Казахстане, вот у себя. Вот смотри, вот у нас сейчас, да, у меня вот у дочки уже 23 года, да, вот она заканчивала школу. Я смотрел, как их учили. Это дурдом. Это дурдом. Начитка 2 недели. Им начитывают. Хоп, а 2 дня у них какие-то контрольные работы. У нас было как? Тему дали, на второй день у тебя контрольная. Мы хоть что-то могли осмыслить. А им вот так вот выливают эту ну инфу. Они ее перерабатывать не успевают. Ну, это правда. Алексей, привет, Вася, кот, привет. Понимаешь, другое. Вот надо вернуть обратно, надо вот это ЕГЭ нафиг отменить. Вообще, я считаю, что всю баллонскую систему нафиг не... Зачем нам баллонская система? Зачем, чтобы наши Согласен, дети, грубо согласен. говоря, уезжали за рубеж работать? Согласен с тобой. Вот Согласен зачем с тобой. была нужна баллонская система? Для вывоза мозгов? У нас, вот, вот не знаю, как, ну, у вас, ну, разными поколениями, да? Вот с моего поколения многие поступали в институт без подготовки. Я поступил в институт, вообще не готовился. Я поступил, потому что я хотел быть летчиком, как отец. Вот там в плане здоровья меня откосили, сказали, не будешь ты летать. Ну, просто потому что в школе учили правильно. И чтобы не терять год, мне сказали, может быть, через год у тебя это исправится, переходный возраст, убери физическую нагрузку, перестань заниматься там со штангой туда-сюда. Просто отдохни годик и... Я поступил, чтобы меня просто не забрали в армию, от нефиг делать в институт. Я пришел, просто и сдал экзамены, и все. Не напрягаясь. А Понимаешь, потому вот это было что учили образование. в школе правильно. Потому что вас учили так, чтобы в голове остались знания. А сейчас как? Да. Сейчас учат так, чтобы вы сдали. Понимаете? Вот это вот проблема. Учат не так, чтобы вы Ну вот, выучили. не, в конце у нас было вот это, что-то пытаюсь, это тоже как тест вести, да, там правильный ответик, и галочку поставить. Многие на ура это делали, блин. Ну, просто... Вот спросили у вас, сколько вам лет. Вам 47 получается, правильно? Ну, 48 будет 17 июня. 17 июня будет 48 лет. Всё. Я говорю, вот в целом, просто я вот общаюсь сейчас, вот условно говоря, советский обычный какой-нибудь таксист или токарь какой-нибудь, да, он гораздо умнее, гораздо, это даже не сопоставить с нынешним выпускником университета. Сейчас не найдешь такого специалиста. Сейчас хороший токарь на вес золота. Это правда, да. Их У нас нет. тоже. Вот я занимаюсь автозапчасти, да, там, ну, и ремонт машин. Хороший токарь, вот у меня знакомый ушел из жизни, ну, там, рак его скосил. Его не найти. Соболезную. Все, и не найти нормального токаря. А потому что все сейчас кто? Менеджеры. Да. Баллонская система. Куда уезжают мозги? Да, Куда уезжают инженера? надо просто рабочие профессии поднимать уровень и статус. Как ПТУ раньше надо было. вернуть, ПТУ надо Да, вернуть. да. Как раньше было, когда, допустим, инженер зарабатывал меньше, чем токарь тот же. Да, ну у инженера были другие преференции, справедливости ради. Ну, конечно, были свои, да, приколюхи. То, да. что ему там то, что ему как бы квартира могла достаться побыстрее, еще что-то. Да, но там свои были плюхи. Никто никого не обижал, как бы, но... Ну, то есть все были вообще, вот честно, вот мне кажется... Раньше ценились, раньше в фильме. Вот посмотри фильмы раньше, да? Целина, да, вот это все, и рабочий там, высота, это все славилось, там, работяги, все дружно живут, там и... Все были равны, все были равны. Ну вот сейчас вот невозможно же представить, допустим, чтобы сын губернатора, да, учился со всеми. В такой же в обычной школе. Знаешь, посмотри фильм «Мусорщик». Посмотрю обязательно. С Гуськовым, посмотри фильм «Мусорщик», когда губернатор своего сына в армию отсылал. Там такой комедийный такой этот. А чё, говорит, он лучше, чем другие, пусть идет, служит, все. А тут выходит пьяный такой, папа, иди, говорит, все, завтра в армию. Не, просто я к тому, что, ну, не было расслоения вот этого вот социального. Было, оно было. Ну, небольшое, не такое, как Нет, сейчас. подожди, оно, знаешь, оно не показывалось на показ, как сейчас. Вот, да, вы правильно говорите. Как сейчас показывают. Там вот сын губернатора, там, или жена губернатора купила своей собачке норковую шубку там за пойми какие деньги. Понимаешь? И вот это, не ездили мажоры на... Ну они были, но их не видно было.
Это правда. Не Но- стреляли там с золотых Нет, револьверов. справедливости понимаешь? ради, вот еще что хотел сказать, вот у таких вот там партийных чинов еще что-то, вот они к своим детям были не так, как сейчас. Они были к ним строги, они их, ну, там, прям с них требовали, то есть это было, Ну, вспомни того же Сталина. да, Вспомни того же Правильно, Сталина. вот. А сейчас не так, сейчас вот они как мажоры живут. Причем я не говорю обязательно, что это там дети чиновников, это могут дети быть бизнесменов, кого угодно. А раньше такого не было. Ну вот, я считаю, что в обществе должна быть социальная справедливость. Это мое мнение. Ну, блин, ну это вот утопия. Она, не будет ее, это утопия, понимаешь? Хотелось бы, да. Ну, вот, ну, При ну, Сталине нет. добились на пару лет. Да, ну все равно, а сколько, блин, улетало, сколько щепок. Да. Поулетало, грубо Согласен, говоря. согласен. По-другому никак. Жесткой рукой. Только жесткой рукой. Вот, например, про репрессии многие говорят, про сталинские. Если почитать уголовные дела, это была борьба с коррупцией. Я тебя умоляю. Вот давай просто, давай, блин, все, Россию забыли, Китай. Китай, да. Расстреливают. И один черт воруют. И он знает, что если его поймать, и один черт, понимаешь, Но справедливости ради бытовых взяток теперь нету, остались только в особо крупных размерах, за которые умереть не страшно. Вот. Я не Самое знаю, это сколько- было вот интересное, когда расстреляли там директора какой-то там огромной компании, который давал взятку там в 7 миллиард, в миллиард долларов, что ли, его просто застрелили. Вот это было тоже показательно. Так знаешь, что еще? Когда его застрелили, на 3 доллара пришел счет за пулю его родственникам. Заплатите, блин. Да. Влад Баламутиков, привет. Поэтому тут все люди разные, понимаешь. Вот кто-то родился, вот он был случай в благодатном Ленинграде, умер человек, который резал хлеб. От голода умер, понимаешь, от голода. Который нарезал хлеб вот на эти, на пайки, да? Он себе ни крошки не взял. А были черти, извини за выражение, да, они и есть черти, которые скупали антиквариат за копейки. Кто-то об этом, на этом обогатился, понимаешь? Все люди разные, поэтому надо подходить с разных сторон. Согласен с вами. Я просто к тому, что, ну блин, если бы... Ты знаешь, как в благодатном Ленинграде вычисляли людоедов? Слышал недавно, кстати, но из головы вылетело. Изо Что рта пар- они не... Пар изо рта шел. Да. То, Понимаешь, что... и всегда это было, есть и будет. Кому-то война, кому-то мать родная. И ну нельзя Я всех просто под одну к чему гребенку. Просто согласен можно с вами, всех но- по разным категориям определить. Не то, что там, знаешь, как резервации нет. Я просто к чему это говорю? Я к тому, что, как мне кажется, человека... Ну вот я такой человек более марксистских взглядов. Я считаю, что человека определяет место, где он был рожден, и общество, в котором он воспитывается. То есть, если сделать общество максимально, так скажем... Ну, вот, Отчасти. С тобой могу согласиться, но нет. Нет. ну, если, как говорится... ну, опять же, я могу поменять, допустим, свое мнение, если там я получу новые факты и так далее. Как бы мое мнение, оно не железное. То есть я не вот этот вот, который скажет, Вот смотри, нет, я... Смотри, вот я тебе объясню, да, свою точку зрения. У меня кум, он безотцовщина, отца у него не было. Ну, был, но он там ну, не было отца, скажем так. Вот он сейчас для своего ребенка, делает все для своего сына. А он как бы тоже жил-то не очень благополучно, и не хватало, и не доедал там, и не мог там позволить себе там лесопед новый, понимаешь? Поэтому где родился, в какой среде, не факт. Ну, Это имеет значение, да. Нас пацанов, воспитывала улица и окружение. Но кто был с головой, тем более наше поколение, которое там в 90-е уходило то в бандиты, то в рэкетиры, кто был с головой, то сказал, не, извините, не, это не мой путь. Ну, согласен, да. Возможно, ну, опять же, я не говорю, что я прав на 100%. Я никогда, вот, я Я считаю, же о что чем человек- говорю, есть ведомые, а есть ведущие. Вот если грамотный ведущий будет, то будет совсем другое общество. Возможно. Ну, вот самым грамотным ведущим на моей памяти, ну, из того, что я знаю, мне кажется, это был Иосиф Виссарионович Сталин.
Это знаешь, есть такая картинка в Ютубе, набери, потом посмотришь. Есть руководитель, а есть начальник. Вот сидит начальник, его эти работники тянут на тросах. А руководитель первый стоит и трос тянет, понимаешь? Даже вот в этом понимании. На любом предприятии, если отличный там хозяин, вот как было раскулачивание, была неправильная вещь. Кулаки-то тоже разные были. Да. Были хозяева на земле. И работник знал, что вот он будет сытый, одетый, делать свою работу. А были барины, самодуры, у которых и не было ни хозяйства, такие же у него были и работники алкаши. Да, вот верно. Я согласен, ну, безусловно, но понимаете как? Я скажу вот так вот. До Сталина, в целом до Советского Союза, такого никто не делал. Это был первый прецедент. То есть до этого, это первый раз все строилось. Естественно, там будут ошибки. Это, объективно, как бы, там будут ошибки, потому что это было в первый раз. Первое социалистическое государство, да. То есть никто не знал, как это делать на самом деле, объективно, до конца. Но вот опять же, вот Российская империя из-за чего развалилась? Российская империя? Западное влияние. Влияние Запада. Причем экономическое влияние Франции. Конкретно, вот я изучал этот вопрос, именно вот по Российской империи. Я считаю, что ключевым было именно влияние французского капитала. Да. И вот как бы... Когда Петр Первый начал боярам бороды рубить. Зачем? Вот этого... Боярам бороду рубить? Да, зачем? Когда начал заставлять в париках ходить, в этих чулках, в этих... Окно в Европу, да нахрена нам нужна была Европа? Можно было специалистов туда отправить, чтобы там обучились, как китайцы сделали. Как левша, да? И то споили кидали фене. Мужика-то, по присказке, подсказке, да? И все, обучиться, те же, зодчие были хорошие, те же итальянцы были хорошие зодчие. Просто, а с другой стороны, наши, без единого гвоздя, такие возводили деревянные конструкции. Надо друг у друга, как бы тебе сказать, делиться опытом. А равняться на них нельзя, мы другие. Вот у нас свой менталитет, у них свой. Это абсолютно верно, что у нас свой менталитет, у них свой, у нас свои преимущества, свои недостатки, у них свои преимущества, свои недостатки. Просто я к тому, что вообще Европа, я считаю, что, если вы хотите идти как бы в Европу, то нужно идти европейскими методами. Идите захватывать, если вы хотели строить то общество, идите захватывайте Африку, колонизируйте Индию, там еще что-то. Зачем мне Европа? Не, я просто говорю, что Меня сейчас спрашивают, а ты был где-нибудь в Европе? Господа хорошие ребятки. Я еще в России, не во всех местах был. Не, я, например, могу сказать, что я был в Европе и ничего там особо хорошего я там не увидел. Как бы просто я как бы сказать, считаю, что все страны плюс-минус одинаково живут, за некоторыми исключениями. Вот смотри, вот самая большая ошибка была, когда подняли железный занавес. Его просто так вот взяли, знаешь, как ворота вот так вот. Шух. И вот то, что там было, вот это все, из меня за выражение, фекалии, начало выливаться в Россию. Наркотики, и пошло. Оно было не в таких количествах. А когда все, поманили джинсами, варенками, там, жвачками и все, и потеряли. Да, и потеряли просто свое я. И не надо было этого делать. Самое-то интересное, что развалом Советского Союза убили жизни 300 миллионов человек. По факту. Да? У них была работа, был дом, была семья. Они ходили на завод. Был завтрашний день. Лена, привет, Зианти, привет. Нет меня, это не я, отстань от меня. Ну вот как бы я вот хотел сказать, что уничтожили жизни 300 миллионов человек. Да. Вы чем, я извиняюсь, не вам конкретно, а Ельцин, там, Кравчук, вот эти все. Чем вы по барабану. Горбачев в итоге где умер? В Германии. Или в США. А почему его не отдали его под суд, как предателя, врага народа? Вот это враг народа был. У меня другой вопрос. Горбачев-то еще хотя бы прямо не развалился. А что Ельцин-центр делает в Москве? Да, не в Москве, а в Екатеринбурге. В Екатеринбурге, да. Что он там делает? Всем привет, канала Одной Крови. Привет, Лидия. Да.
Понимаешь, пусть будет. Пусть будет. Просто я считаю Ельцина гораздо хуже Горбачева. Я тебе объясню просто. Для чего пусть будет? Пусть они в одной кучке кучкуются и не размножаются, понимаешь? Если чё, мы хотя бы знаем, где они находятся. Вот Это правда, кстати, да. Как говорится, в ловушку всех заманить, да? Ельцин вообще, вот мне пишут, Ельцин темная лошадка. Ельцин сволочь, который нанес мало того, что развалил Союз, нанес урон экономике России в 2 раза больше, чем Ой, да, Вторая мировая ребят, ну, война. блин, стоял, мочился на колесо самолета, потом пьяный дирижировал. Ну, блин, ну, ребят, ну это не то пальто, блин. Вот, блин, а я не знаю, я считаю, что вообще Ельцина и всю его шушеру, и всех олигархов, которых Путин пожалел, их всех надо было поймать, расстрелять нафиг публично, и все, блин. Ну, это мое мнение. Не-не-не, надо было сделать, я предлагал Жириновский. Говорит, взять, говорит, всех вот этих, их расстрелять. Говорит, а на второй день расстрелять тех, кто пришел к ним на похороны. Понял, да, последователь? Это вот это. Навальный и еще. А, кстати. А у кого спросишь, за что он сидел, Навальный, никто не знает. Я знаю, во-первых, там дело Кирова Леса коррупционное, во-вторых, там оскорбление ветеран. Там много всего, там купа, там явно не святой человек. У меня другой вопрос. Вот к либералам, если они у вас на стриме есть в чате, я бы у них хотел спросить. Нет, у меня вряд ли они есть. Ну, все равно, на всякий случай. А какая была у Навального экономическая программа? Да никакой. Ну, вот, видите? Ну, хоть варежки научился шить верхом. Нет, просто вот говорят, он как бы заберет все у чиновников, у коррупционеров и раздаст народу. Я говорю, ну хорошо, раздаст он вам там 100 рублей. На все население России это выйдет где-то по 100 рублей на человека. Это сильно повлияет на вашу жизнь? Да. Вот, и как бы я говорю, если у него нет экономической программы, куда он поведет страну? Да никуда, ну это пешка. В развал, опять Ельцин 2.0, один в один Ельцин. Вот почему это у меня пешка, Навальный... очередная пешка, блин, а они были, Нет, если будут. У меня вот Навальный, я не знаю почему, но вот когда я его даже первый раз увидел где-то там на ютубе, он у меня почему-то вот, как бы нехорошо говорить о погибших, но неважно уже, он у меня отвращение вызывал. Вот я не знаю почему. Ну, это и есть такая внутренняя чуйка, да. Вот как Немцов, да, мне там, ой, Немцов. Я всегда говорил, почему он не расскажет, буду... как он завод автомобильный в Тольятти или где приватизировал? Почему про это не говорят? Ну, потому что это неудобно, невыгодно. Я всегда говорю, ребята, запомните. Пусть расскажут. Как ему из Казахстана, вот просто я рассказываю о том, о чем я знаю. О чем я знаю. Просто у меня есть, так скажем, человек, он постарше меня, но он крутился здесь в 90-е. Ему везли взятку $20 тысяч из Казахстана в Россию. Немцову лично это передавали. Мало. Это мало. По тем временам это было много. Это было в 92-м году. Ну да, тогда да. Тогда уже скачок был. Как бы, почему сейчас об этом никто не говорит? Почему? По поводу Немцова я всегда... По поводу Немцова всегда говорю и буду говорить. Герои гибнут на посту, а не на мосту. Извините за мой французский. Выражение. И там, как бы, такое все. Ладно, дорогой, пойду я дальше. Да. Спасибо тебе. Не против, если выставлю? Не против? Конечно. Вы выкладывайте, я не против. Это вам спасибо даже скажу, если выставите. Давай, дружище. До свидания. Мира, добра тебе, процветания канала. Вам также. Очень приятно.